Полвека назад по этой дороге ходил человек, в Чувашии которого знал каждый. И даже короткая встреча с ним могла изменить многое. Так как наш герой был устроителем Чувашии, а эта дорога вела в главный кабинет республики. Вон то окно. Каким он был? Илья Павлович Прокопьев. Человеком, преобразивший наш край и оставшийся в памяти многих людей как учитель. Это настоящий был учитель. Я не хочу сказать педагог, я хочу сказать слово учитель, потому что это более доступно, более характеризующее его суть, его сущность. Это была личность. Личность уникальная, многогранная. И он внес в развитие республики огромный вклад. Когда поехал в Москву, я помню, ему сказали, что когда его Брежнев вызвал, сказал, мы уверены, что вы справитесь. Место вакантное остается до февраля месяца, и Илья Павлович становится первым секретарем обкома партии в 1974 году. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР горячо приветствуют и поздравляет рабочих, колхозников, интеллигенцию, все население Советской Чувашии с 60-летием Чувашской автономной Советской Социалистической Республики. Семидесятые. Чувашия. Регион ускоренной индустриализации. Темпы развития невиданные. Чебоксарский тракторный завод «Стройка века». 40 тысяч рабочих мест для молодежи со всего Советского Союза. Венгры, немцы, американцы, японцы, чехи, шведы, итальянцы. Все монтируют новое импортное и передовое оборудование в цехах. Ход работы на передовицах столичных газет. Еще бы, ведь трактора на вес золота. 120 килограммов за американский тягач. Дорого, а страна на подъеме. Технику ждут в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Мы переживали за то, что наша молодежь сельская, по сути дела, разъезжалась по всей стране в поисках работы. И поэтому надо было решать вопросы промышленного развития столицы нашей республики. Это, наверное, закономерное явление. И что в определенное время, вот в то время, когда и нужен был тот человек, вот, который вот возглавил, это сама природа, она выдвинула Илью Павловича. Мы, вот первые секретари райкомов партии, поражались, потому что с ним просто так его обвести вокруг пальцев, да, что-нибудь там не так сказать или там что-то соврать, или это практически не получалось. Бывают же такие моменты, когда выдвигают человека, а он не может. А тут получился, что команда всей нашей республики, возьми промышленников, возьмите сельскохозяйственников, строителей, вот как в одно русло мы попали, и все эти объекты, это была вся республика, она и до сих пор, конечно, продолжается, но она как одна строительная площадка была. Спустя всего 3 года, как был построен первый цех, предприятие выпускает первый отечественный трактор Т-330. В него вложен ум конструкторов, руки сборщиков и ответственность перед Кремлем первого секретаря обкома Чувашии Ильи Павловича Прокопьева. Интересный момент – это строительство тракторного завода и его Дворца культуры. А тогда существовал запрет запрет ЦК партии Совета министров на строительство объектов соцкультбыта. Для того, чтобы получить разрешение на строительство Дворца культуры, надо было получить разрешение Совета министров СССР и ЦК партии. Алло? Да. Здравствуйте, Леонид Ильич. Да, конечно, все будет сделано, как и договаривались, во вторник. Все?
Договорились. Всего доброго. Иван Иванович, вас приглашает на беседу председатель госкомитета, товарищ такой-то. Что там было, не знаю. Где они встречались? Телефон, личная беседа, не знаю. Он звонит мне и говорит: вопрос утрясен, никуда не надо ездить. Так, у тебя когда будет время, когда приедешь ко мне? Я говорю: вот так, приехал Илья Павлович на меня. Иван Иванович, эти вопросы с обкомом партии надо согласовывать и прочее. Я говорю: Илья Павлович, можно один вопрос, а потом будете ругать? Он говорит: можно. Я говорю: если бы я с вами согласовывал, Дворца культуры бы не было, плавательного бассейна не было, лыжной базы бы не было. Правильно я говорю? Он говорит: правильно. Но в следующий раз будем согласовывать. Оперный театр сдали. Ну, торопились, сдавали. Полы начали взбухать. Это надо было к 40-летию нашей республики. И полы начали деревянные взбухать. Так мы вот начали переделывать их на мрамор. А это надо было взять на себя какую-то ответственность. Потому что над Ильей Павловичем и над нами, строителями, всегда висел дамоклов меч – это народного контроля. Мы же тут, так сказать, смету увеличиваем. Илья Павлович дал добро, взял на себя эту ответственность. И мы, так сказать, до сих пор театр... А этот случай произошел как? Сказали, что я допустил политический ляпсус, и Долгушина надо с работы снимать. Дело дошло до Ильи Павловича. Илья Павлович встречает его в аэропорту, министр вылазит и говорит: Долгушин допустил политический ляпсус, вот то-то, то-то, то-то. Илья Павлович говорит: никакого ляпсуса не было. Александр Александрович, вы приехали снимать коммуниста Долгушина с работы или работы по тракторам? Если вы приехали снимать коммуниста Долгушина с работы, то вы член ЦК, и я член ЦК. И этот вопрос будем разбирать, как работает коммунист Долгушин, партийная организация Чувашии. Я знаю лучше, чем вы. И я вам его на растерзание не дам. Если вы приехали решать вопрос по тракторам, остаемся на тракторном, решаем вопрос по тракторам. Министр говорит: не-не-не, я приехал решать вопрос по тракторам. Вопросов было много, и мы их решали очень просто, очень спокойно. Без ругани, без скандала, без ничего. Никогда мы не говорили «я сделал», «я это сделаю». Всегда говорили «мы». Вот он не любил, вот это передавалось, нельзя выпячивать «я». Надо всегда подчеркивать, что ты в коллективе, что это вместе, что надо говорить «мы». Вот мы так и работали. И он ведь работал день и ночь. Он на субботу и воскресенье отдыхал. А для чего? Все не успеешь, надо когда-то находить время, надо читать и это дело делать. Он был с мощной системой самоанализа, он анализировал и приходил к правильному решению. Был очень идейный, очень болел за все, очень болел за все. И всегда был на рубежах, вот где сложно, он всегда старался все вопросы помочь решить. Всегда. Подбирал кадровый состав. Он приезжал в деревню и выискивал, прям выхватывал оттуда людей, которые он видел по духу и по, как говорится, по партийным меркам подходят для партийной работы. Он оттуда их перетаскивал в Чебоксары, давал какую-то школу жизни, и дальше они уже уходили по партийной линии. Вот это у него был нюх на людей. И он слушал своих этих вот людей, впитывал в себе как губка все, как говорится, это, он постоянно учился. И когда он же не соглашался, когда его Брежнев пригласил, ну что, гуманитарий и такой, можете при промышленности это все получать. Но он вникал. Ведь быть первым секретарем обкома партии и знать все мелочи практически невозможно. У него и промышленность, и сельское хозяйство, и культура, и образование, здравоохранение. Он и не должен знать практически, но он настолько глубоко знал сельское хозяйство, я поражался прям. Горький говорит: нас воспитывает действительность.
Перефраз известного выражения Карла Маркса «бытие определяет сознание» Илье Прокопьеву все же была ближе другая формула. Сознание определяет бытие. Строительство Чебоксарской ГЭС близится к завершению. Осталось уложить всего 50 тысяч кубометров бетона. Но их надо уложить до зимы, потому что перекрытие возможно в тот короткий момент, когда навигация уже кончилась, но река еще не скована льдом. Не успели, значит, затянули огромную стройку на год. Да. Пустили? Спасибо. В новогоднюю ночь в 1981 году была пущена Чебоксарская ГЭС. С трудовой победой гидростроителей горячо поздравил Леонид Ильич Брежнев. Приветствие Леонида Ильича Брежнева огласил первый секретарь Чувашского обкома партии Илья Павлович Прокопьев. Это одна из крупнейших гидроэлектростанций России. Здесь Волгу пересекает федеральная трасса Вятка. И, кстати, трасса проходит по крыше основного здания. Гидроузел дал Чувашии новый, мощный импульс к развитию. Энергия ГЭС и энергия первого секретаря обкома Ильи Павловича Прокопьева хватало на все. Всегда поражало, как будто у него было не 24 часа в сутки, потому что он успевал все. Он успевал учиться, он успевал работать, он успевал встречаться с людьми. То, хочу сказать, у него было такое чувство, он никогда проблемами своими не грузил кого-то. Он всегда все проблемы решал сам. Он был человек очень самостоятельный. Допустим, много вопросов было по выделению денег на разные стройки, в том числе и на этих двух объектах тракторного завода и Чебоксарской ГЭС. Я помню, много вопросов было по строительству кондитерской фабрики и так далее, потому что он очень все время держал на контроле, во-первых, выполнение вот этих решений. И требовал, чтобы вот то, что были приняты решения, они выполнялись беспрекословно. Я помню, вот, когда вот работал первым секретарем, он или помощник позвонит: завтра я буду в вашем районе. В 6 утра давайте встретимся на границе. Один с помощником, никакой охраны, никакого сопровождения, никакой программы пребывания, которую надо было согласовывать с кем-то. Приезжает, в 6 утра встречаешь на границе, и сразу или в поле, когда идет уборка, там уборочная работа, или там сельскохозяйственная работа, или на ферму в зимнее время. Сразу же трудовые коллективы, общение с людьми. Когда я работал в колхозе «Самолет», мы впервые начали внедрять механизированную уборку картофеля механизированным способом. Вот тогда мы работали 2 смены. Один прекрасный день мне сообщили, что кто-то, посторонний человек, ездит по полю. Я быстро приехал в поле и вижу там первый секретарь обкома партии Илья Павловича Прокопьева. В то время у него, он один вместе с шофером, и помощников не было, и, как в наше время, и мигалок не было, и сопровождающих не было. Он один приехал изучать опыт уборки картофеля в 2 смены. Работники, как говорят, воспрянут духом, что их работы интересуется также первый секретарь. Я начал работать в самое трудное время, 1990
99-х, 2001 годах. Самое трудное время. Он неоднократно приезжал изучать, как идут дела. Один раз я даже удивился сам, пока председатель колхоза не успел приехать на ферму в 4 часа утра, а он уже был на ферме, разговаривал с доярками. Так это было неоднократно. Ни одна просьба, ни одна проблема, возникающая у него, вот, как я уже говорила, да, это вы слышали уже после его ухода, ни один вопрос не оставался у него без внимания, без ответа. При этом неважно, кто перед тобой. Те 15 лет, что Чувашией руководил Илья Прокопьев, были золотым веком для республики. Строились не только заводы и очаги культуры, но и новая жизнь. Университет, Чебоксарский ГЭС, тракторный завод, кондитерская фабрика. Все это было вот в промежутке там 15-20 лет. Техническое перевооружение на всю катушку именно в годы его руководства по всем отраслям промышленности и в Канаше, и в Алатыре. Когда строительный комплекс, большой уже строительный комплекс развивался, жилищные объекты пошли объекты соцкультбыта, а их нужно отделывать. Это надо было ехать в Москву, в Ленинград, то бишь сегодняшний Санкт-Петербург, упрашивать там специалистов. Вот тогда наши руководители, нашу, значит, главка, согласовав с Ильей Павловичем, Илья Павлович очень сильно, значит, помогал. Он желал счастливого будущего для следующего поколения, как когда-то его отец мечтал о лучшей доле для его сыновей. Своих сыновей Илью и Ивана воспитывал на собственном примере. Не зря Илья и Иван выбрали профессию педагога. Но всегда он стремился именно к знаниям. И вот он умудрился закончить пединститут в Хабаровске. За хорошую службу в армии, без сброса, без ничего, меня предоставили краткосрочный отпуск. Об этом Илья знал. А до этого он устроился заочником в Хабаровский педагогический институт, исторический факультет. И знаете что? 4-летнее обучение он окончил за 2,5 года. Илья Павлович мне говорит: Петька, ты поедешь сейчас домой. Мой брат Иван учится в Чебоксарском пединституте, тоже историческом факультете. Мне надо сдавать, говорит, экзамен по методике преподавания истории. У меня нет литературы, говорит. Ты сходи к Мачамуши, спроси у Ивана конспект лекции по методике преподавания истории. Я пошел в Мачамуши, взял тетради, конспект лекции и дал Прокопьеву. А смотрю, Илья Павлович мне говорит через 2 недели: Петька, я уже сдал экзамен, говорит. Вот и все. За 2,5 года. У нас было желающие учиться. Учиться желающие были. Но командир полка, подполковник Лапик, никому не разрешил учебу в институте. Только Прокопьеву. И Прокопьев был любимый человек в полку. Его никто не звал Прокопьев или Илья, а еще звали Илько. Это уже все ясно. Илько – это Илья Павлович Прокопьев. Трудно говорить об Илье Павловиче, о таком человеке, потому что, вспоминая его, о его деятельности, можно что-то не договорить, не досказать, не домыслить. Это человек-легенда, это человек-глыба. И поэтому, вспоминая о его деятельности, я вспоминаю его как о человеке с большой буквы. Был пленум областного комитета комсомола.
И нас первый секретарь райкома комсомола уже заранее предупредили, что будет присутствовать на пленуме первый секретарь областного комитета партии Илья Павлович Прокопьев. Сам. Ну, тут мне подсказали, вот было бы неплохо, если бы при Илье Павловиче Прокопьева, члена Центрального комитета партии, а это уже было перестроечные времена, поднять вопрос о том, чтобы вот Симбирскую чувашскую школу, Ульяновской, да, опять там открыть курсы обучения учителей чувашского языка, или даже вопрос о том, чтобы ему передать для чувашской культуры. Вот где-то так. Выступает первый секретарь райкома комсомола, а после этого, значит, выступает еще первый секретарь Баттерского райкома комсомола Цыпленков и говорит, ну, после было бы неплохо, если бы областной комитет партии поднял вопрос о Симбирской чувашской школе. В зале тишина. Я почувствовал, что-то я такое ляпнул, которое не надо было сразу на пленум, но было уже поздно. Илья Павлович спокойно, опять же, отеческим голосом, без всякой строгости, жесткости. У него был свой стиль разговора, вот, наверное, прокопьевский стиль разговора. Всегда ровный, понимающий, в какой-то степени входящий в положение человека. Но он все прошел. Он сказал, не к лицу первому секретарю райкома комсомола такие вопросы поднимать сразу на пленуме обкома комсомола. Во время перерыва уже некоторые работники обкома партии от меня уже шарахали в сторону. Понятно было, что после таких слов первого секретаря обкома партии данного первого секретаря, конечно, должны были, ну, какие-то организационные меры должны были принять. Ничего не было. Видимо, он сам проконтролировал, чтобы в отношении вот этого первого секретаря райкома комсомола, молодого, да, он это понял, конечно. Он понял, что человек искренне сказал, никаких мер принято не было. Это, конечно, Илья Павлович защитил. Тогда он вошел в положение. Именно была величайшая самодисциплина у Ильи Павловича. Не забывал никогда, поздравлял со всеми праздниками и интересовался всегда школой. Приезжал сюда на 150-летие школы, на 160-летие школы и так далее. Ему интересно было все. Он очень был разносторонним человеком, потому что вот даже уже после его ухода я разбирала его бумаги, я была настолько удивлена его кругозором, потому что это были совершенно разносторонние книги. Это искусство, это культура, это и бизнес, это и маркетинг, это и даже все, что связано с лекарственными травами, все, что связано... То есть, вы знаете, аспектов очень много. Безусловно, он интересовался литературой. Это обязательно. Наш герой мог проработать всю жизнь учителем. В 17 лет он приходит преподавать в школу, но уже спустя 2 месяца уходит добровольцем на фронт. Я думаю, что повезло, что их отправили, молодых все же жалели и отправили на Дальневосточный фронт. А кому было 18, всех отправили на Курскую дугу. И никто не вернулся. 18 лет. Из деревни. Почетное право открыть монумент предоставлено председателю Президиума Верховного Совета Чувашии Семену Матвеевичу Ислюкову, председателю Совета Министров Чуваш ССР Леониду Прокопьевичу Прокопьеву и первому секретарю обкома партии, члену ЦК КПСС Илье Павловичу Прокопьеву. Илья Павлович Прокопьев – сам участник боев Великой Отечественной войны. Шел 1943 год. Илья Прокопьев выглядит совсем как мальчишка, и именно поэтому медкомиссию пришлось обмануть. Встает на цыпочки и дотягивается до заветных 152 сантиметров. Но уже к концу войны сержант Прокопьев героически отличился при форсировании реки Амур. Мальчишка возмужал. Когда он приехал в родную Чувашию, видный, красивый фронтовик, член партии, ему сразу же предложили работу в районном отделе агитации и пропаганды.
был человеком формации военной подготовки, а война его многому научила. На велосипеде в течение 6 лет он объезжает все деревни своего района, а затем становится секретарем по идеологии обкома партии. Карьера стремительно пошла в рост. У него увидели, что мало того, что он военный, но еще он высшее образование. В деревнях таких людей были единицы. И его предложили работу в партийных органах. Он отказался. Его вызвали в Чебоксары. И с ним переговорили завотделом. Но он упорно стоял на своем. Я должен учить людей. Это мое призвание. Но когда он познакомился с Сосляковым Семеном Матвеевичем, первым секретарем, тот на него произвел неизгладимое впечатление. Тот его убедил. Но он стал он был почти 11 лет секретарем обкома партии по идеологии. Вот. Но идеология объединяет всю сферу работы с молодежью. Это культурно-просветительная, воспитательная деятельность, обучение, образование, ну и нравственное воспитание, развитие культуры, сферы культуры, творческих союзов. Он должен был быть на всех юбилеях, на всех мероприятиях театральной жизни, художественной, композиторы, все, он должен был везде участвовать, он везде бывал. Открытие выставки художников, членов Союза художников, без его участия не проходило. Он не только сам, он с собой тащил все бюро обкома партии и руководство Совета министров республики. Он любил театр, любил поэтов, общался со всеми. То, что наши чувашские писатели писали, проходило через него. Он рецензировал, читал. На чувашском, на русском языках он каждое литературное произведение, каждого писателя сам прочитывал. Писал, что в этой книге хорошего, какие негативы там показаны. Я думаю, что какой-то это был творческий импульс дополнительный. Я думаю, что он был счастливым человеком вообще по жизни, потому что он всегда делал то, что приносило ему удовлетворение. Будь он в работе, будь он в семье, будь он в творчестве, я, наверное, была большим свидетелем именно процесса, когда создавались книги. Да, я помню, с каким энтузиазмом он взялся за это дело, как он писал с утра до вечера, что мама его просто останавливала. Когда Илья Павлович Прокопьев все же попросил, чтобы его сняли с поста первого секретаря обкома КПСС, ему предложили обосноваться в Москве, как и положено, в высшей партийной номенклатуре. Но нет, малую родину на московскую прописку он не променял. Но сказать про него, что он замшелый чиновник, невозможно. Закоренелый чиновник невозможно. Даже не близко он не чиновник. Близко не чиновник. Это человек, который помогал всем и вся. Все, что он делал во благо всех людей, которые были рядом. А это благое дело. Для этого Бог силу дает таким людям. Наверное, хотя тогда религия была не в моде, но он истинно был христианином, потому что у него девиз был «Люди, любите друг друга». Это его девиз, я думаю, был внутренний девиз. Вот этому девизу он следовал всегда. Побыв с ними рядом, с такими людьми, вот, станешь другим человеком, перенимая все их положительные качества. Потому что по-другому нельзя быть рядом с ними. Надо быть таким, какими они есть. В смысле скромности, порядочности, значит, и по другим положительным категориям. Поэтому, конечно, все, во-первых, брали пример с них, с него особенно. Какой он был во всех отношениях. Естественно, это и уроки, и учеба, это все. Вот в русском языке, это в словаре Ожегова, там есть слово, оно называется «подвижник». Слово «подвижник». И думаешь, а ну-ка что, дай-ка расшифруем. Оказывается, это человек, который делает неимоверно тяжелую работу не ради себя, а ради других.
Вот Илья Павлович – это один из этих людей. Соприкасаясь с ним, я всегда чувствовал, что действительно, что то, что он делает людям, и он делает и это все время беспрерывно, и никогда не требует, ну, чтобы что-то ты его, как говорится, за это уважал. Он делал свое дело, и делал его всегда хорошо. Я помню, он рассказывал, что это слова деда, что ничего нет дороже чистой совести. Вот. И эти слова, это и его рассказы о его честности, порядочности, они, конечно, сыграли большую роль. Принципиальности. Дали им квартиру, шикарную квартиру в Москве, и причем на престижном месте. Об этом знала Галина Павловна и спросила Илью Павловича: «Илюша, едем в Москву?» А он утром ответил Галине Павловне: «Что скажет чувашский народ?» И детям дали бы квартиру, и ему давали квартиру. Но это, я думаю, пик нравственности такого руководителя высшего ранга. Удивительный человек. Поэтому, когда я говорю на линейке ребятам о его школьной жизни, ребята это помнят, ребята это знают, как он учился и какие наказы давал ему отец Ильи Павловича. То, что ты делаешь людям добрые дела, про них надо забыть. А те дела, которые делают люди тебе добро, их надо помнить всегда. И вот тем человеком, который нас поддерживал всегда, это был Илья Павлович Прокопьев. Мы про него стихи читаем стоя. Он наш учитель, мудрый навсегда. А ведь в стране и не было застоя. Заводы строил, строил города. Перед страной огромные заслуги. С утра до вечера в работе был. Мы благодарны очень и супруге. Галина Павловна. Надежный тыл. В народе свято помнят, ценят, знают, что не свернул с дороги добрый конь. Другого парня в пекло не бросают, а он прошел и воду, и огонь. Такое качество и лед, и камень, с холодной головой в делах горяч. Он был из тех, кто с чистыми руками желал народу счастья и удач. Горит звезда, горит неугасимо, а он себя звездой не считал. Боролся за народ неутомимо, чист памяти народной, как кристалл. Или после первого секретаря, когда ушел на пенсию, он много лет работал в институте преподавателем. Так что учительское дело он не забыл, он работал там. Ну, 10 лет, наверное, где-то он там. Почти что, наверное, чуть, может, меньше преподавал у Саврукова. Экономику, менеджмент, маркетинг. Да, то, что он же кандидат экономических наук. Да, он по теме, и он сказал, что, конечно, я сейчас вот о чем мечтал, наконец-то на пенсии я преподаю. Хотя я считаю, что он был преподаватель по всей жизни, всем показывал пример, всех учил. Как я сейчас был преподаватель чувашского народа. А это любимое детище Ильи Павловича – университет, вечно молодое брожение. Наконец-то сбылась детская мечта – стать педагогом. Профессор, доцент, член-корреспондент, учитель. Человек, который навсегда останется в памяти Чувашии и наших сердцах.